На странице 24 мы переходим в новую тему. Мектепте – в школе. Школа переводится мектеп, а в предлог в, так как в татарском языке предлогов нет, есть послелоги и окончание, переходит в окончание «т». Получается, чтобы сказать «в школе», нам нужно добавить окончание «т» или «то», или «до», или «д», их всего 4, после слова. А как же узнать, после какого слова что добавить? Нужно смотреть, на что же заканчивается у нас слово. Если это глухая согласная, то добавляем глухую согласную «т». Мектеп-те. И если гласные мягкие, то и окончание у нас тоже будет иметь мягкую гласную. Мектеп – школа. Рахим итегес. Добро пожаловать. Мы берем 5 новых слов. Карандаш, так же как в русском языке, это карандаш. Где у нас карандаш? Вот. Калем – это ручка. Но стоит отметить, что многие татары сейчас калем уже не говорят, говорят ручка также. Но в литературном произведениях вы заметите данное слово калем. Но в разговорной речи уже ручка. Бетергеш. Бетергеш – стерка. Дефтер – тетрадь. Китаб – книга. Думаю, что все русские практически в школе, по практике знаю, по опыту слово китаб знают. Практически все. Что такое китаб? Это книга. Дефтер – тетрадь. Бетергеш – стерка. Калям – ручка. Карандаш – естественно, карандаш. И повторим цвета на этой странице. Итак, кызыл – красный, зәңгәр – синий, кара – черный, ак – белый, сары – желтый, яшель – зеленый.